День работника прокуратуры Российской Федерации отмечается ежегодно 12 января, начиная с 1996 года. Во все времена прокуратура является едва ли не единственным государственным органом, куда граждане могут обратиться с любыми своими бедами и проблемами. От отключения электроэнергии в квартире до обмана так называемыми строителями финансовых пирамид. Сегодня, как и прежде, главное в работе прокуратуры – это ее правозащитная функция. Самыми важными были и остаются борьба с преступностью и коррупцией, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защита законных интересов государства. В настоящее время органы прокуратуры придают большое значение своевременному информированию органов представительной и исполнительной власти всех уровней о состоянии законности в правоприменительной практике. Работников и ветеранов прокуратуры России с профессиональным праздником поздравил глава Ингушетии Махмуд Али Кариматов. Цитата. «Прокуратура Российской Федерации на протяжении более 3 столетий остается одним из главных гарантов укрепления государственности и правовой стабильности нашей страны. В день профессионального праздника хочу выразить признательность за верную службу, которая для многих из вас стала делом жизни. От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра, благополучия, дальнейших профессиональных успехов и новых достижений на благо нашего Отечества». Программу мат-капитала предложили продлить до 2030 года. По текущему закону она действует по 31 декабря 2026 года. В Госдуме 14 января рассмотрят законопроект о продлении мат-капитала. Депутаты считают, что программа должна действовать до 2030 года, хотя раньше во власти ходило мнение, что мат-капитал вообще нужно сделать бессрочным. В Госдуме рассматривают законопроект, по которому супругам разрешат поровну делить между собой пенсионные баллы в случае развода. Власти считают, что так будет справедливо. Например, если один из супругов работал, а другой сидел в декретном отпуске. За декрет, кстати, начисляется меньше баллов. В Сунжинском колледже управления и новых технологий первые провели мероприятие, посвященное Международному дню «Спасибо». В этот день студенты решили выразить свою благодарность преподавателям за их труд, знания и поддержку. Теплые слова и искренние улыбки сопровождались небольшими, но приятными подарками – шоколадками, которые стали символом признательности и уважения. Директор Центра образования МАГАСа Мария Таршхоева победила в конкурсе «Лидеры образования». Ее проект «Ресурсы социального партнерства и инфраструктуры школы как элемент развития воспитательной среды» был признан лучшим инновационным решением в учебном процессе. Победительнице вручили диплом первой степени. В Назрани началась практика возвращения мусора, наставленного в неположенных местах, владельцам. Первой нарушительнице, выбросившей мусор на улице Шаймиева, пакеты с отходами вернули домой заместитель мэра и руководитель округа. В отношении нее составлен административный протокол. Администрация также планирует бороться с выбросом мусора из окон автомобилей с помощью камер видеонаблюдения. Минтранс обязал авиакомпанию бесплатно сажать детей в самолетах рядом с родителями. Правило будет работать для детей до 12 лет. Сажать ребенка со взрослым нужно будет на местах, находящихся на одном ряду и не разделенных проходом. То есть взрослый сможет купить себе удобное место в самолете, а ребенка автоматически посадят рядом. На первенстве Дагестана по вольной борьбе среди юниоров до 21 года, состоявшемся 10 января в Хасавюрте, Исмаил Ханиев завоевал золотую медаль в весовой категории до 79 килограммов. Он продемонстрировал отличную технику и силу, уверенно побеждая соперников.